Вот буквально сегодня утром только мы вышли из окружения, находились трое суток. Нас хотели поймать милиционеры Кировского УВД. Им это не удалось, они вызвали подкрепление. Дело приморских партизан закончилось в июне 2010 года спецоперацией по их задержанию. Двое, Андрей Сухорада и Александр Сладких, по официальной версии при задержании покончили с собой. Народ Приморья называет фигурантов дела партизаны и считает защитниками от полицейского беспредела. Алексей Сладких, родной брат Александра Сладких, смог бежать из России во Францию после пыток, которыми полицейские принуждали его к сотрудничеству со следствием. Мы встретились с Алексеем в Париже, где он живет последние годы в ожидании рассмотрения вопроса о предоставлении ему политического убежища. Было несколько атак на сотрудников полиции со стороны моего брата, его друзей. Почему они это сделали? Очень просто, потому что полиция или она занимается коррупцией, занимается вырубкой леса, занимается проституцией, выставляет малолеток на дорогу. Это, конечно, это тупик, это тупиковый путь, то есть то, что они сделали. Марина Эльпан, профессор русского языка Дижонского университета. Влюбленная в язык и людей, она прожила в России в общей сложности немногим больше 8 лет. После смерти Александра Долматова Мари с несколькими друзьями создали ассоциацию «Руси-Азиль» для оказания помощи русскоговорящим просителям убежища. Она называется «Руси-Азиль». Руси – это, например, как для русскоговорящих центр d'information. Но это совсем маленькая ассоциация, в общем, это просто небольшое количество друзей. Мы оформили ассоциацию, чтобы иметь право отправлять запросы официально. Все началось с того, что мой начальник работы, да, он получил письмо от главного офиса, который находится в Москве, что, мол, так и так, человека надо уволить. Подъехал просто тупо микроавтобус, вышли 4 типа в масках, в гражданке. Да, я поначалу я сопротивлялся, я не знаю, не представились, ничего там. Задавали, вот вы знаете, там тех-то, кто принимал участие. Да, я их знаю, потому что мы, извините, мы выросли в одном поселке, мы выросли на одной улице. И я также знаю и старшего брата. Школу вместе? В школу, не вместе, в одну школу ходили. Но вот с его, например, с Вадиком Кофтуном, старший брат одного из приморских партизан, да, мы с ним вместе ходили в школу, то есть все учились в одной школе. Конечно, я их знаю. И завернули руки за спину, подвесили, держали в как бы висячем состоянии. Ну, как бы больновато. Также пытали током. Просто канцелярскую, как она там, скрепка, да, цепляли просто к пальцу, я могу вам даже показать, вот. Цепляли, подсоединяли вилку к розетке, все нормально. Как можно малолетку посадить в камеру, в газовую камеру и пытать? В газовую? Конечно. Молча, я там тоже был. Если раньше брали за вилы, за лопаты, сейчас берутся за оружие. И я не осуждаю ребят, я их поддерживаю. Мы познакомились, потому что у нас это не первый человек, которому мы помогали, поэтому у нас уже были какие-то связи с правозащитниками в других странах, и на нас вышла Оксана Челишева это было уже после дела Долматова в Гаранде. Мари, как бы сказали в России, общественный защитник Алексея. Во Франции такая защита имеет официальный статус и регулируется базовым принципом свободы граждан объединяться. Вначале человек должен получить адрес в какой-то организации. С этим адресом он потом идет в префектуру. Там получает временное право на жительство.
Потом обращается в ОФПРА. ОФПРА – это как раз именно вот это учреждение, которое занимается конкретно убежищем. То есть он там получает досье, он заполняет это досье, отправляет и через какое-то время вызывает на собеседование. И после собеседования еще ждут какое-то время и получают уже ответ. Мари помогает Алексею собирать материал, переводит все необходимые письма, тексты на французский язык, подключает французских и международных правозащитников для помощи, поддерживает морально. Алексей не является политическим или гражданским активистом, поэтому его дело двигается медленно. В случае отрицательного ответа идут на обжалование уже на суд. Это достаточно сложно, потому что очень много человек просят убежище. И история прошла в том случае, когда убежище просит человек, который действительно активист гражданского общества. Тогда, в принципе, как бы спора нет. А в случае Алексея, он же не был активистом, да, он не занимался сам там правозащитой, он просто попал под раздачу, поэтому случай уже не такой уж очевидный, наверное. В принципе, никто не знает, что там происходит, да, то есть это были наедине с человеком, с переводчиком, который не всегда хорошо переводит, и, как я поняла, могут быть недоразумения, недопонимания. При этом я думаю, что сложность с Алексеем в том, что он рассказывает о каких-то ужасах абсолютно банально, да, как будто это даже практически там такой забавный случай. Это тогда как на самом деле просто волосы дыбом встают. В начале 2000-х Алексей проходил срочную службу в Чечне. В миграционной службе Франции на вопросы об армии он отвечать отказался. Слишком силен был страх преследования. И получил отказ. С одной стороны, я провел там хорошо время, наслаждаясь пейзажами гор. Это действительно очень красиво. А во-вторых, есть другая сторона медали. Было очень плохо. Начиная от климатизации и продолжая как к солдатам, к срочникам, хочу подчеркнуть, заметить, обращался офицерский состав. Просто унижали. Сходи там, постирай одежду, носки. Друг, твоя одежда, вали, стирай сам. Ты не подчиняешься приказу, посадить его в яму. Там возле сортира была яма, метра 2-3 глубиной, по пояс, ну там в зависимости от погоды, да, по колено, по пояс воды. Ну все сажали туда, как провинившегося. Вот, либо почистить там мой пистолет. Слушай, если его плохо почищу, он тебе понадобится, и он у тебя заклинит. Мы тебя отправим 200-м домой, чистите сами. Ты не слушаешься приказа. Давай, в яму. Его нельзя возвращать в Россию, потому что там это действительно вопрос жизни и смерти. То есть это уже вопрос даже не суда, а мести, я думаю, со стороны полиции, потому что его брата нет живых уже, и остался только один, и они захотят отомстить. В ожидании апелляции Алексей начал учиться по вечерам, чтобы сразу после получения статуса беженца начать работать. Поскольку я еще и преподаватель языка, я бы хотела, чтобы все мои студенты были такими бережными, потому что я, например, пишу ему по-русски, он мне отвечает на французском. Вот он действительно тренируется изо всех сил, плюс учится вечером. То есть я уверена, что он получит работу, и вот будет убежище, и все будет нормально дальше. Усилиями Мари к рассмотрению дела Алексея в апелляционном суде
Подключился адвокат. Его все равно не вышлют из страны. Я все-таки думаю, что в суде у нас очень хорошие шансы. Потому что очень хорошо подготовился хороший адвокат. Я француженка, я не буду заниматься политической деятельностью в России, я не буду никого тоже подталкивать. Я здесь, чтобы помогать тем, кто оказывается здесь, потому что они попали в беду.